Всем привет! Мы семья Егоровых. Майя, Даяна, Даниил, Эдуард. Мы хотим поделиться своими топ-3 мест, в которых очень много и часто проводим время. На самом деле вы о них слышали. И даже дети подтвердят. Давайте спросим, например, у Даяны. Даяна, где ты любишь гулять? На площади Ленина. Хорошо. Даниил, а ты где любишь гулять? На Черносельского. А я люблю тоже на площади Ленина, потому что считаю, что с этой площади можно добраться до всех популярных общественных пространств в нашем городе. Где высокая башня, и смотрите, Где написано сверху? Хотите Сбербанк, это тоже лишнее. Вот у них же есть название недвижимость и право. Вот только это должно быть. Ну, пряжа второй раз поставили. Зачем? В Якутске мало общественных пространств, на самом деле, при такой плотности населения, и еще меньше денег на то, чтобы содержать эти общественные пространства. Вообще в стране есть хорошие примеры, но мы, наверное, очень поздно присоединились, но наверстываем вообще семимильными шагами. Смотря на количество общественных пространств, то можно прям более последние проекты, которые реализованы, они намного качественнее уже, с каждым разом качественнее. Ну, во-первых, в Якутске их крайне мало. Только вот в последние годы появляются кое-какие пространства. Вот как раз проезжаем бульвар Учителя, у нас насчет него были большие планы. Думали, близко от дома будем гулять, но там ни детской площадки нет. Важно, чтобы было безопасно, интересно, чтобы не было рядом большого потока машин, чтобы не сидеть и не напрягаться. Такие площадки, по-моему, есть только в Водяново, да, в Якутске. И хорошие вот в обустроенных новых домах, которые дворовые площадки, они все загаженные, ну просто как место для того, чтобы сидели подростки ногами на скамейках. Есть только вот Талое озеро, где можно погулять, и все. В парк мы тоже не ходим, потому что там постоянно торгуют какими-то игрушками. Неприятно проходить мимо. Вот пространство. И только такая реакция у людей. Почему появляются такие проекты? Потому что у людей появляется насмотренность. Они посещают другие страны, другие города, видят, как там, видят, как у нас. Где хуже, хотят лучше, где лучше, хотят поделиться. Поэтому, мне кажется, мы вот очень хорошо развиваемся тем, что развиваем насмотренность. Причем у нас, я считаю, уникальная ситуация. Мы очень классно проводим ИСЭХ. Мне очень нравится вот этот, ну, вот этот вайб, говорят, да? Вот это веяние, которое исходит от этого. Данил, осторожно! Веяние, которое исходит от этого праздника, но он абсолютно самобытный, он такой интересный. Когда ты приходишь в Ус-Хатын, ты прям какой-то на уровне ДНК получаешь вайб, вот этот. Да, ну прям типа, о боже, я в Ус-Хатыне. И мне кажется, хахавар только понимают такое. Лучшие места для уединения — это когда тебе дают возможность посидеть либо самим собой, либо со своими мыслями, либо с книжкой, поработать за компьютером. В общем, это очень часто происходит, когда нужно, чтобы был интернет рядом, розетка рядом, и, если что, покушать и что-нибудь в этом роде, да? Очень часто понятие третьего места называют кофейни. Да, в городе очень много кофеин. Я считаю, что они, те, которые имеют посадку, обслуживание, Wi-Fi, они очень хорошие, они подходят. Но самих кофеин тоже мало. Вот там бывает очень часто много людей, и звук, например, работы заведения, там молоко взбивают, там чашка и так далее, иногда бывает отвлекает. Если нет возможности посидеть в кофейне, есть более доступные варианты, это библиотеки. Мне очень нравится смарт-библиотека на 203-м микрорайоне. У них в том числе даже есть кофейня на самом деле, и там есть тоже все условия. Разве что ограничения по коронавирусу мешают нам. Что еще мне нравится, это вот такие нестандартные места, где мы сейчас находимся. Вообще изначально это оранжерея, здесь был другой микроклимат, но для того, чтобы этот микроклимат стал более комфортен для посещения людей, отсюда перенесли часть тропических растений, насколько я знаю.
Благодаря этому мы можем комфортно сейчас здесь находиться. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас в пространстве коллективной работы «Точка кипения» Северо-Восточного федерального университета. Наша точка кипения открылась год назад, 27 октября, в условиях, конечно же, тех ограничений, да, которые действовали на тот момент и действуют, к сожалению, сейчас. Мы входим в сеть точек кипения всей страны. Сейчас в сети более 120 точек кипения. Это пространство для проведения лекций, семинаров, конференций, форумов, различных проектных сессий, стратегических сессий. И в том числе это пространство для коворкинга. Здесь абсолютная тишина. Здесь учебный процесс, здесь вообще вот энергетика учебного заведения, федерального учебного заведения, когда огромное количество людей приходят, получают знания, обмениваются информацией. Это все только способствует тому, чтобы можно было здесь находиться и сконцентрированно, уединенно заниматься тем, что тебе важно. Поэтому я очень жду, когда коронавирусные ограничения спадут, нам будет разрешено встречаться чаще, в большем количестве, и в том числе вот в этом пространстве будет много людей, и мы будем спокойно сидеть и работать. Мы очень рады, что в нашем городе появилось такое второе пространство. Есть, как вы знаете, уже 3 года как, да, городская точка кипения, и многие горожане, наверное, уже были на этой площадке. Как только будут ослаблены коронавирусные ограничения, мы будем рады видеть горожан на нашей площадке, в нашем коворкинге, как организаторов мероприятий, как участников мероприятий. Пространство уникальное, у нас 3 зала, залы Арктика, залы Север, залы Восток. И в этих залах, в принципе, можно разместить до 150 человек одновременно. Очень круто. Я смотрел визуализации, там прям вообще бомба. Тут сразу уже этот регион сделано, кондиционирование, да? И я считаю, что вот, мы находимся внутри помещения. У нас всегда были помещения, и мы хорошо умеем обращаться с помещениями. Посмотрите, как хорошо сделали, когда есть желание и есть деньги сделать хорошо. И я считаю, что вот этот опыт нужно копировать на улицу больше, чаще. Мы долго думали, и потом кто-то пришел, да? Потом Антон Николаевич сам очень много выбирал, да, и так как Северо-Восточный федеральный университет, Северо-Восток, вот тема Арктики, да, развитие Северного и Дальнего Востока, вот эти темы, они прям вот навеяли. Север, Восток, Арктика. Очень круто. Все пространства оборудованы мультимедийным оборудованием, и, кроме того, имеется возможность трансформировать пространство для коллективной работы. Флипчарты, маркеры – все это доступно для организаторов и участников мероприятия. Мы расположены в уникальном здании университета, это корпус факультетов естественных наук. Здесь у нас прекрасная оранжерея, и наши соседи – Дом научной коллаборации Никиты Гавриловича Соломонова, где у нас работают школьники. Смотри, как удобно. Приходишь, начинаешь работать. Вот тебе розетка. Закончил работать, скрыл, никому не мешаешь. Проект разработан архитектурной базой, архитектурным бюро «База 14». Это наши давние партнеры, замечательный проект. И на самом деле, благодаря ребятам, дизайнерам, да, которые разработали концепцию нашей точки кипения, мы, в принципе, считаемся в сети одной из самых современных и оборудованных точек кипения. Красивых, замечательных. Студенты сюда с удовольствием приходят, когда проходят наши гибридные мероприятия, да, в онлайн-офлайн формате, и активно в них участвуют. Им очень нравится вот как раз та атмосфера, которую смогли создать наши дизайнеры. Помимо университетской точки кипения есть городская точка кипения, она открыта, там тоже есть коворкинг, но я считаю, что такое остекление и такие растения, и такая доступность солнца подкупит кого угодно, кто захочет сюда попасть. Желаем, чтобы в нашем городе появлялось больше таких пространств, и надеемся, что в ближайшем времени горожане смогут активно их посещать. Спасибо. Я написал: сижу в созданном собой коворкинге, ботаническом саду КФН.
И я вот выложил просто, типа, на фоне, вот здесь же прям снял, типа, и сказал, что хотел бы, чтобы в будущем здесь был коворкинг. Я не знаю, вселенная как-то это слышит, кажется, слышит, потому что я сейчас сижу и понимаю, что это готовый коворкинг. Розетки есть, столики есть, ну, приходи и работай. Teaching lessons we must learn to bring us closer.